Решили проехать от Носима по старой лесной дороге до маленькой речки, посмотреть, что там и как там. 100 лет не было. Не обещал Машина поставить. у нас Лада Нива 2020 же у нас года выпуска. Еще года нету. Сколько пробег? 7. Пробег 7000. Последний раз я, наверное, на этой дороге был очень давно, может, в 2012 году. Мы с Натальей, с Сашей, Пешком ходили. с маленьким Сашей, да, ходили. Мост был еще не размыт. Грибы еще собирали по дороге. Еще не смытый был мост. Ну да, по мосту проходили. Наверное, и дорога там была проезжая для машин даже. Заросла сильно. Тоже было тут. Еще лет 10, и тут, думаю, оно вообще сомкнется. Да? Ого, какие. Значит, такие мощные дожди были, показывают, да? Ну да. У нас есть... Что у нас есть? Шноркель. Да? Нам лужи не страшны. Полный привод постоянно. Лишь бы только мотор вытянул, а то если не успеешь на пониженную переключиться, можешь немножко слегка. Тут карьер когда-то был. Вот чуваши отсюда тоже возили на дорогу. Рябчик или кто пролетел? Что-то без внимания. Уже совсем зарос. Да, карьер. А вру, наверное, может еще после 2012 года, может еще здесь на велосипедах катались. Навряд ли. Никак. Если уже не было моста, смыло его. Или думаешь, что вон свой Иван-Чаев, приезжать за Иван-Чаем. Да его Я еще не везде. ломал в этом году. Вон везде завались. Рядом с поселком. Кто-то сюда даже тут сюда. Небось подворовал, что в лесу срубил, да? Может быть. Было бы проще вывести и там срубить. И как тебе, в общем, Лада Нива после почти года эксплуатации? Только дверочку хочу. Чем не Она устраивает? такая симпатюля. Чем не устраивает Лада Всем Нива? устраивает. Денежку хотел срубить. Подешевше купить, заплатить и быть свободным казаком. А так еще 5 лет платить буду. А по технической части во всем устраивает? В плане комфорта, проходимости? Не знаю. Не ездил сам в эту. Ну, смотри, что тут. Что тут? Вообще труба. Вообще труба заросла. А так бы мост был, вон здесь взял, поехал, да? Хотя, наверное, ну тут-то более-менее там вот то, что лужи, Тут плохая напрямую дорога. получается. Ну, то, что лужи, там плохая дорога, а здесь-то, в принципе, терпимо, да? Блин, что-то вот этих ответвлений я вообще не помню. Это потом уже, наверное, тут лес заготавливали. Да, наверное. Людям тут отводили делянки. Что там грыбает? Что-то стучит. Трава? Наверное, блокеры, да? Блокеры называются они. Наверное. Подарками-то эти. А говорят, подарками тоже может и грязюка, и гнить, и грязи. Для того, мол, и делают эту обработку. А нет,
нет, дальше не проехать. Дерева упали. А слева? Ну, вот, наверное. Ты смотри, мне показалось, не поедем уже в деревья, да? Не поедем? Поехали посмотрим. Чуть-чуть осталось еще. Жалко, царапаем. Или они еще мягкие. Ну, дальше там разуто. Придется назад. Нет, тут-то проедем. Скажи, иначе зачем? Такая машина, да? Вот это немножко испытание, да? Угу. Хоть небольшое. Когда-то я тут на 131-м ездил, на бензовозе. Помнишь, на Кунге здесь как-то ехали? На Конге нет. Чем мы на Конге тут делали? А, не знаю. Ты за рулем что-то был. На кладбище ездил. Просили. Что, поедем, не дальше? Проедем уж, да, раз поехали. Трудно. Рискуем, нет? Фу, лужа. Я тут на Kia проеду. А что не врубается это? Сигнал. Это Ну, должен же загореться, что блокировка включена. Ну да. Не включает. Почему? Ну, попробуй передачу выключи. Туда-сюда подергай. А вот. Не хочешь смотреть. Сейчас раз и тухнет. Ты на пониженную включили. Это уже понижено. Уже понижено. А все горит. Нет. Видишь, мигает. А что, не получается воткнуть? А вот сейчас включилась. Сейчас включилась. Потому что не пользуюсь, вот поэтому она это капризничала. Вот, совсем не разработала. Что ты этот слишком рьяно. Порастаешь лужица. А я не знаю, что-то подумалось. Ну, надо же когда-то попробовать. А тут Стой, уже... тормозни, я выйду, сниму снаружи. О, прям дерево. А, так себе, фигня. Ничего страшного там нету, да? Ух ты. Покалечил башку? Нет. Ну да, раз тут когда-то она была, и ее очень сильно не разбили, то и основание же все равно какое-то осталось. Ну да. Раз тут. Может, надо было сюда зацепить, или тогда по сторонам бы Да не, нормально. нормально пускал бы. Даже не верится, что в советские времена тут ездили, ремонтировали, людей возили. Что там было? А я сколько раз на бензовозе ездил. По делу, иногда и без дела. За молоко в деревне. Ты смотри, я думал, намного ближе тут. А Вон оказывается, туда еще, где этот. А там же мост, грубо говоря, практически с Паспама выезжаешь, чуть проезжаешь и уже мост. Да, считай, уже возле Паспама, да? Найдем ли где развернуться? Будем
Будем надеяться. То задом это прячется далеко. Это, наверное, зря. Поцарапаем машинку, да? Теперь уже только вперед. Сверху. Включили. Помню, на бензовозе мы как-то ездили. Да не раз. А знаешь, когда разлив был, там я машину иногда оставлял, когда Вот уже если много- что, тут можно развернуться. Да-да-да, вот если что. А вон туда мы и уже можно. приехали. А тут тормози хватит. Сними здесь, что стало Стоп, стоп. на месте моста. Не глушил даже, да? Ну да. Может быть, сколько-то. Да, мощно тут разлилось. Все унесло, как будто и не было моста, да? Нифига себе. Вот как столбы немножко. Я не думал, что настолько. Да, я смотрю, ну и какой вот это. Тут вот луга косили люди. Да. Не урони. Что это? Щучка? Наверное. Или боб? Нет? А может, боб? Это они же валили дерево, или это само уже обрушилось? Не они подгрызали, нигде не видно. Непонятно. Они же эти делают. Запади, запади. Да, я думал, тут, блин, не настолько. Да. Я думал, раза... Тогда вроде узенько ж было, да? Да, я думал, в 3 раза здесь, ну. Было как мост, ладно, а думаешь, а подъезды там до туда ваш куда-то должна, а тут вон уж как. Да. Иначе, да. Че, поехали? Поехали. Держи крепко, не урони. У нас топорика с собой нету. Просто я имею в виду, надо было с собой идти такой, где-то трубить, где-то чего-то. Ага. Разворачивайся. Север, а вода, машкара, комары. Невозможно вот так вот на улице, особенно в лесу, находиться. Тем более одет еще по-летнему. Все, скорее в машину прятаться. Лада Нива. Мне нравится эта машина. Всем пока. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет. Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на Ниву, Рассельмаш на ДТ, Дон 500, Т150, покормил перед этим поросят.
И пошел зять пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри получаешь за работу в месяц 1003. Комбайнеры. Каждый из них был в армии родной. Не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой гламурной.